Следующая глава, 31 грех, это не очищаться от мочи. Не защищаться, не очищаться от мочи, не отстраняться от мочи. Вот так тоже можно перевести. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ватхиябака фатаххир». Одно из первых приказов пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было: «Куль я аюхаль муддассир». Встань, укутавшийся, встань и увещевай, восхваляй своего Господа и очисти свою одежду, чтобы одежда была твоя чистая от наджиса, от нечистот. И пророк, саллаллаху алейхи, приводит хадис, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды прошелся между двумя могилами. «Иннахума юадзабани ва ма юадзабани фи кабирин». И сказал: обитатели этих могил сейчас наказываются, то есть им есть наказание, они получают наказание. «Вама юадзабани фи кабирин». И они наказываются в том, что вы не считаете большим. Они получают наказание в том, что вы не считаете большим. Вы считаете это легким что-то. Или же можно перевести: они получают наказание в том, что от чего человеку легко отказаться, что человеку легко выполнить. Но это является большим грехом перед Аллахом. Амма ахадухума, что касается одного из них, факана ля ястанзиху мин баулихи. И тут есть несколько риваятов этого слова. Ястатир есть, ястабри есть. То есть он не защищался, не очищался, не закрывался. То есть после того, как он испражнился, он не очищал себя от мочи. Также можно перевести: он себя не защищал от мочи. Брызги шли. И также он не закрывался от глаз людей. Что касается другого, факян ямши бин намима, то он намима, распространял сплетни для того, чтобы поссорить людей, То есть оба являются большим грехом, так как человек, если не придает этому внимания, не придает этому, не защищается от этого, то он с такой одеждой может встать на намаз. И намаз такого человека будет или неполноценным, или же полностью непринятым. Поэтому также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Таназзаху миналь бауль», сторонитесь мочи, то есть защищайтесь мочи, очищайтесь от мочи. Поистине большинство наказаний в могиле из-за нее. То есть человек, у него остается на одежде моча, и он так встает на намаз. Поэтому это стало причиной того, что многие в могиле наказываются из-за этого. И также, как автор сказал, «Вахуа шиарун насара», и также это является тем, чем выделяются насара. Шиар даже назвал, то есть признаком христиан назвал. То есть человек не мусульманин, обычно, если он пройдется, говорит, от него пахнет мочой, если он из туалета вышел. Что не должно быть от мусульманина. Мусульманина всегда должны быть какой приятный, хороший запах. Да, он говорит, сходит в туалет, не вытерется, не вымоется, и потом что? Брызгается всякими одеколонами, духами, еще чем-то. И это хватает ему на час, на полтора, а потом опять возвращается вот этот запах. Мусульманин же, в общем, должен что? Стараться
приказу Аллаха следует «Ваthiyabaka фатаххир». Одно из первых приказов это и одежду свою очисть. То есть ходить с чистой одеждой, стараться как минимум, чтобы у него на намазе была чистая одежда. Чтобы когда он читал намаз, у него была чистая одежда, далекая от наджиса.